الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله رب العالمين. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله سمع الله الله أكبر. الله вечерний, когда ты находишься в пути более 81 километров, да, тебе дается по милости Аллаха, по милости Всевышнего, право, значит, сократить молитву дома от 4 ракатов до 2 ракатов. Это первое. Второе, предвечерное совмещаться с вечерним. Второе. Это для облегчения делается. Называется вечерний намаз? Я только что сделал предвечерний намаз, теперь, значит, вечерний намаз объединяется с предвечерним и за раз делаю. А можно было бы через 1,5 часа делать вечерний. Но для легкости, для того, чтобы мне было легче, Аллах по своей милости создает облегчение своим рабам, чтобы они могли объединяться. Вот это я и делаю. Аллах, 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 Аллах Акбар, Аллах Акбар, ла иляха илляллах, ла иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах. Что вы с этим спросили? 55. Ой, извините, подойдешь? الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله. Адлан, скажи, пожалуйста, что означает твое имя? Адлан означает рабство, справедливый. Справедливый. Значит, в исламе существует утренняя намаз, утренняя молитва и вечерняя. Обеденная. Какая еще?
Обеденная, предвечерняя, вечерняя. То есть 4 раза. Нет, 5 минут. 5 минут? Предзакатная, закатная. То есть когда Так, и что вот во солнце идет к время, закату, молитвы, какие произносятся слова? Суть какая? прежде всего делается намерение, ният называется. Делается намерение, а потом уже читается откровение, первая сура в Коране. Первая сура на Коране, которая называется откровение. Открывающий. А намерения могут меняться в Нет. течение дня? Нет. Они постоянные намерения? Перед каждой молитвой на свое намерение. Намерение делать утреннюю молитву, как утреннюю. А обеденную, значит, как обеденную. Предвечерний или вечерний, как вечерний и предвечерний. На каждой молитве есть свое намерение. Намерения и желания это разные состояния? Желание, намерение, это почти одно и то же. Пойдемте. Прежде всего, Так, сахара. намерение, 24? естественно, связано с своим желанием. Ты свое желание исполнить перед Богом, долг свой исполнить, поклонение. Можешь вслух выговорить, можешь и в душе. Ну, то есть молитва может про себя произноситься, да? Не обязательно вслух, или должно быть это озвучено? Там есть свои условия. Когда делаешь намаз, скажем, в джамаате, утренний, либо предвечерний или вечерний, там нужно половину делать половину вслух, а половину оставить при себе. Спасибо. Молитва. Что такое молитва? Ну, давай. Молитва это Аллах Всевышний людей создал для чего? Какой смысл? Прежде всего, в Священном Писании сказано о том, что Он джиннов и людей создал только для того, чтобы они поклонялись Ему, Всевышнему. Одной из самых высших форм поклонения Аллаху, Всевышнему, является молитва. Если он молитву не делает, все остальное это пусто. Это не будет иметь никакого значения и как бы пропадет даром. Обучение, вот религиозное обучение вы получили еще в детстве? Это было в семье заложено или же В после... советский период мало кто обучался, скажем, религии. Мы воспитывали в советский период. Там господствовал атеизм. Вы были октябренком, пионером, комсомольцем? Естественно, как и все. Ну, после распада Советского Союза уже люди начали обращаться в разные свои религии, кто ислам, кто православие, кто вот. Чем больше ты обращался, тем больше ты вникал, тем больше ты, значит, чувствовал, значит, прожитое это время как бесполезное, бездарно прожитое время, что самое главное для человека, который душа которого устремлена в будущее, это получение, значит, от Всевышнего благодати, прежде всего в той будущей жизни, то есть получение рая. Вот. И душа твоя, тело твое должен быть устремлен для того, чтобы полностью отдаться Всевышнему, поклоняться Ему, остерегаться всего плохого, делать только то, что разрешено, то, что полезно тебе и другим. Спасибо.